Салимица Нермивалла. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы в 6 классе. Урок 34-35, тема «Метеорология, наука о погоде». Сегодня на уроке вы узнаете, как называется изменение глаголов по лицам и числам. Научитесь правильно определять спряжение глаголов как с ударным, так и безударным личным окончанием. Объяснять условия выбора гласной в личных окончаниях глаголов. Сравните формы данных глаголов, как они изменяются. Единственное число. Первое лицо. Я иду, учу. Второе лицо. Ты идешь, учишь. Третье лицо. Он, она идет, учит. Множественное число. Первое лицо. Мы идем, учим. Второе лицо. Вы идете, учите. Третье лицо. Они идут, учат. Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. В русском языке выделяют два спряжения, первое и второе. Глаголы первого спряжения имеют окончание ую, ешь, ешь, ет, ет, ем, ем, ете, ете, ут, ют. Глаголы второго спряжения имеют окончание ую, иш, ит, им, ите, ат, ят. Упражнение 1. Укажите, к какому спряжению относится выделенный глагол. Как вы определили? Метеостанции следят за циклоном. Следят. Второе спряжение. Слушаем прогноз погоды. Слушаем. Первое спряжение. Выходим на улицу. Выходим. Второе спряжение. Воздух при нагревании расширяется, становится легче и поднимается вверх. Расширяется. Первое спряжение. Становится второе спряжение, поднимается первое спряжение, давит второе спряжение. Огромная масса воздуха давит на землю. Мы определили спряжение глаголов по личным окончаниям. Упражнение 2. Поставьте ударение в словах. Назовите глаголы с безударными окончаниями. Можно ли на слух определить спряжение глаголов с безударным окончанием? Идет. Ударный гласный ё. Чернеет. Ударный гласный первый е, купается ударный гласный а, несет ударный гласный ё, летаем ударный гласный а, гремит ударный гласный и, наблюдаем ударный гласный а. Глаголы с безударными окончаниями чернеет, купается, летаем, наблюдаем. Определить спряжение глаголов с безударным окончанием на слух невозможно. Учимся применять правила. Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием? Первое. Ставлю глагол в неопределенной форме. Второе. Определяю, какая гласная стоит перед «т» с мягким знаком. К первому спряжению относятся все глаголы на «ать», кроме исключений, на «еть», кроме исключений, на «оть», «уть», «пить». Ко второму спряжению относятся все глаголы на «ить», кроме «брить», «стелить». 4 глагола на «ать», гнать, держать, слышать, дышать. 7 глаголов на «еть», смотреть, видеть, ненавидеть, вертеть, зависеть, обидеть, терпеть. Ребята, эти глаголы нужно запомнить. Глаголы исключения нужно запомнить. Упражнение 3. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы в личных окончаниях глаголов. Укажите спряжение. Народные приметы. Вода темнеет в реках перед грозой. Поздно цветет рябина, будет долгая грибная осень. Воробьи утром купаются в пыли, после обеда будет дождь. Часто гремит гром, будет град. Если с деревьев в сухую погоду падают ветки, будет дождь. Ласточки летают низко, это к дождю. Солнце садится за облака, это тоже к дождю. Темнеет. Первое спряжение, цветет, первое спряжение, будет, купаются, будет, первое спряжение, гремит, второе спряжение, падают, будет, летают, первое спряжение, садится, второе спряжение.
Упражнение 4. Прочитайте текст, выпишите сначала глаголы первого спряжения, затем второго спряжения. Обозначьте окончание. Проверьте себя по таблице, найдите заимствованные слова. Метеорология – это наука о погоде. Она изучает явления и процессы, которые происходят в земной атмосфере. В метеорологии применяется основной метод наблюдения. Метеоролог занимается наблюдениями за погодой, собирает данные метеорологических приборов – барометр, термометр, анемометр. Синоптик – это метеоролог, который составляет по этим данным карты погоды. Если метеорологи занимаются наблюдением и первичным анализом, то основная задача синоптиков – составление прогнозов. Наблюдение за погодой проводится на метеостанциях. Погоду надо предсказывать быстро, чтобы прогноз поспел вовремя, поэтому синоптикам помогают компьютеры. Глаголы первого спряжения изучает, применяется, занимается, собирает, составляет, занимаются, предсказывать, помогают. Глаголы второго спряжения происходят, проводятся. Я подчеркнула заимствованные слова. Метеорология и все слова однокоренные к этому слову в этом тексте являются заимствованными. Атмосфера, метод, барометр, термометр, анемометр, синоптик, анализ, метеостанция, компьютеры. Ответьте на вопросы, тонкие вопросы. Что изучает метеорология? Она изучает явления и процессы, которые происходят в земной атмосфере. Какой метод применяется в метеорологии? Основной метод наблюдения, где проводится наблюдение за погодой на метеостанциях. Толстые вопросы. Почему людям так важно знать прогноз погоды, чтобы подготовиться к следующему дню? Почему слова метеорология, метеоролог, метеостанция являются однокоренными? У этих слов один корень – метео. Чем отличается метеоролог от синоптика? Метеоролог занимается наблюдениями за погодой, синоптик составляет карты погоды. Упражнение 6. Образуйте глаголы с помощью приставки «по». Укажите спряжение. Запомните, глаголы с приставками относятся к тому же спряжению, что и бесприставочные. Образец. Стоишь, постоишь. Второе спряжение. Сидит, посидит. Второе спряжение. Глядим, поглядим. Второе. Смотрит, посмотрит. Второе. Говоришь, поговоришь. Второе спряжение. Пьем, попьем. Первое спряжение. Думает, подумает. Первое спряжение. Упражнение 7. Прочитайте и озаглавьте текст. Какую новую информацию вы получили? Объясните значение выделенного прилагательного, чем оно отличается от паронима «искусный». Сформулируйте тонкие и толстые вопросы к тексту. Ребята, прочитайте текст. Заглавие. Казахстанские метеостанции. Я получила информацию о казахстанских метеостанциях. Значение слов: искусственный, созданный или осуществляемый человеком наподобие или вместо подлинного. Искусный, умелый, хорошо знающий свое дело. Тонкие вопросы. Сколько метеостанций работают в Казахстане? Второе. Как часто метеорологи выходят на метеорологическую площадку? Толстые вопросы. Почему приходится прибегать к помощи самолетов и кораблей? Второй вопрос. Почему надо исследовать водную поверхность Земли? Работа в группах. Укажите количество глаголов в первом и втором абзацах. 8 глаголов. В третьем и четвертом абзацах 10 глаголов. Выпишите из первого и второго абзаца глаголы первого спряжения, потом второго спряжения. Точно так же и для второй группы заданий. Глаголы первого спряжения работают, имеют, фиксируют, зашифровываются, передаются, посыпаются. Глаголы первого спряжения помогают, собирать, имеют, позволяют, фиксировать, играют, получают.
Глаголы второго спряжения входят, выходят. Глаголы второго спряжения зависят, приходят, следить. Упражнение 8. Укажите верные ответы. Спряжение – это изменение глаголов по лицам и числам. Верный ответ. И пятое. Глагол передаются, относятся к первому спряжению. Это верный ответ. Остальные 3 пункта – это неверные ответы. Упражнение 9. Заполните таблицу, с какими утверждениями вы согласны, ставьте плюс, с какими не согласны, ставьте минус. Объясните почему. В русском языке 3 спряжения глаголов. Нет, не согласны, потому что в русском языке 2 спряжения глаголов. Глаголы второго спряжения имеют окончание у, ю, иш, ит, им, ите, атят. Правильно. Не согласны. Если у глагола безударные личные окончания, то можно на слух определить его спряжение. Не согласны. Держать, слышать, дышать, гнать глаголы второго спряжения. Согласны. Терпит, обидит, зависит, ненавидит, смотрит глаголы первого спряжения. Не согласны. Подведите итоги по теме глагола. Сформулируйте вопросы, используя вопросительные местоимения, и ответьте на них по цепочке. Что такое глагол? Сколько видов у глагола? Какие глаголы возвратные? Что такое чередование? Как определить спряжение у глагола? Упражнение 11. Лексический диктант. Назовите одним словом состояние атмосферы в данном месте и в данное время. Климат. Предположение о будущем состоянии погоды. Прогноз погоды. Наука о погоде, метеорология. Специалист по погоде, наблюдатель и исследователь атмосферных явлений, метеоролог. Метеоролог, который специализируется на анализе атмосферных процессов и предсказании будущего состояния погоды. Синоптик. Задание для самостоятельной работы. Используя материал урока и дополнительные источники информации, подготовьте сообщение на одну из тем. Что такое метеорология? Метеорология – это наука, которая изучает процессы и явления, происходящие над головой, в смысле в атмосфере. В повседневной жизни называют метеорологию наукой о погоде, что достаточно точно отражает ее содержание. Возникла она давным-давно, еще до нашей эры, во времена Аристотеля. Именно Аристотель положил начало науке своим трудом под названием метеорологика, что с греческого означало предметы в воздухе. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующих встреч. Подпишитесь на канал.